Вот, что я хочу рассказать вам. Ну вот Павел меня, я был жутко занят, потому что тут по личным причинам не успел еще посмотреть, но Павел мне прислал очень интересный перевод на идиш. Я пока не буду говорить еще, что это такое, может быть, в другой раз мы как раз его с вами посмотрим. У меня есть перевод песни Айренделя, одного из персонажей «Властелина колец» на идиш, значит, текст Толкина. Вот, но то, что Павел перевел, это, скажем так, гораздо более интересно и гораздо менее ожидаемо. Ну вот, пока не буду еще говорить, что это такое. Спасибо. Вот. Так, ну что ж, еще ждем тогда или начинаем? Ну, там, минутку подождем. И Минутку, ну давайте подождем. Вот, что еще, значит, хотел я рассказать. В прошлую пятницу у нас была секция идиша в зимней школе перевода СПбГУ, в которой выступал я, и вот Оля Матвиенко выступала, и Люба Лаврова. Так что, может быть, в другой раз посмотрим. Может быть, Павел тоже что-нибудь сможет. Это онлайн занятия. Такие проводят СПбГУ по разным языкам. Там много языков, но вот уже 5 есть секций идиша. так, а можно я 3 копейки вставлю, Юэль? Поскольку Павел здесь, ну, Юэль в курсе, он сам участник неоднократный. Вот я бы Павла пригласила в наш альманах «Отражение». Ну, Вот, отлично. мы Пускай, да. публикуем перевод. А перевод, Да, Павел, если, ты можешь да, опубликовать? если есть, Переводы на идиш ты можешь да, опубликовать там, да? конечно, вполне, почему бы нет. Ну хорошо, потому что это такой вот, да, это очень интересный альманах, для, как бы переводческий, теоретически для начинающих переводчиков. Но в принципе там есть как бы секция вот гости альманаха, которые могут быть и не начинающие. Я там поучаствовал как относительно начинающий переводчик на английский, потому что заниматься стал я переводами стихов на английский не так давно, года, по-моему, 3 назад. Вот, идиш там был, вот уже тексты на идише, правда, не переводы на идиш, а с идиша вот как раз переводы Оли были. Мне кажется, я видел последний выпуск этого альманаха, где-то у вас в ВК была ссылка. Где-то Да, не так да, да, давно. там много Мгм. интересного, причем Да, я его бегло просмотрел, еще подробно не изучал, много но я языков, посмотрю. там такое Да, вот ага. тотальное многоязычие. Очень Мгм. интересно, да. Ну Ну, что ж, если будет с тогда, чем, я приду. Если будет с чем туда прийти, я приду, да, конечно, с конечно, удовольствием. конечно. И с Биробиджана Штерном тоже, в общем, надо будет что-нибудь. Если есть какие-то идеи, желание написать статью на идише на какую-нибудь тему, только нужно заранее, конечно, говорить тематику, потому что БШ надо учитывать, что там возрастной 12 плюс возраст, поэтому иногда меня цензурировали, что там я что-то немножко слишком эротично в рассказе написал. Был такой у меня случай. Значит, там пришлось немножко сгладить как бы обороты. Ну, в общем, то есть как бы вот юношеские вещи писать там можно, а совсем взрослые нет. В частности, у меня был такой очень просоветский рассказ, проект «Мейлофон», который вначале не очень хотели одобрить, поскольку там есть тема насилия. Ну, в общем, там бандиты, есть тема бандитов. Но в конце концов все-таки одобрили. Так что, в общем, надо учитывать, что 12. По-моему, раньше он был вообще без возрастного ценза, то есть 0 плюс, но потом они решили, что это совсем как-то. И теперь 12 плюс. Кстати, и альманах, насколько я понимаю, альманах Биробиджан тоже. Так что такой для все должно быть приемлемо для юношества. Ну что ж, тогда начинаем. Жаль, что что-то все разбежались от нас за это время. Ну так, бывает.
Ну ничего, мы Сеть моего товарища еще одного с параллельного канала, если можно попробовать. Не знаю, придет он или нет. Но вы знаете, я как-то говорил, у нас там был параллельный канал, в котором мы тоже так по мере сил общались, разговаривали, вот что-то пытались сделать. Вот там есть один товарищ, который очень богато владеет лексикой, но не очень грамматикой. Вот, но, в принципе, я думаю, ему тоже было бы конечно, интересно поучаствовать. Давайте Хорошо. своих товарищей, конечно, Хорошо. приглашаю. Я Так, значит, презентация. Так, всем видно? Видно. Вот, это, значит, это интересная книжка, обнаруженная не так давно исследователем идиша, живущим в Вене, Томасом Соксбергером, который исследовала уже покойная Ева Геллер, профессор идиша в Варшаве. Интересна она тем, что это текст, значит, книга, напечатанная в 1613 году. Это лечебник, то есть там всякие рецепты, причем вот именно не магия какая-то, не вот народная медицина, а именно медицинская книга. Видимо, человек учился, автор учился, скорее всего, в Падуе, в университете где-то в Италии, потому что у него вот так вот проскакивает латынь, явно человек был грамотный. Там много забавного, в частности, например, от похмелья рекомендуются соленые огурцы. Ну вот, серьезно так написано это. Вот. Интересно это тем, что язык там относительно уже восточный диалект, польский идиш, много очень славянских слов. То есть мы видим, что в 1613 году славянских слов было полно, в общем, примерно столько же, сколько и сегодня в современном восточноевропейском идише. Интересно это тем, что, в общем, обычно считается, что до примерно 1750 года было принято писать на западном, таком более близком к немецкому литературном диалекте идиша. Но вот мы видим, что есть исключение, было обнаружено совсем вот не так давно, 1613 год. Ну и в общем мы видим, что славянской лексики полно, синтаксис тут уже достаточно современный. Иногда у него проскальзывает простое прошедшее время, которого наверняка в разговорном языке у него не было уже. Иногда есть как бы рамочная конструкция с глаголом в конце, но видно, что он только иногда вот соскальзывает в этот литературный западный диалект, но можно, в общем, среконструировать, как примерно этот автор разговаривал. Имя, к сожалению, нам неизвестно, поскольку обложка не сохранилась. Ну, вот такая вот есть интересная книжка. Написанная в общем, достаточно современном уже польском. То есть на языке, который похож на современный польский, достаточно близко. Хотя другая орфография, шрифт другой, конечно. Шрифт Роше, это, я так понимаю, или Это какой-то не вообще Роше, другой? это так называемый Вайбертайч, это как раз ашкеназский Ага. женский так называемый шрифт, на котором традиционно печатали книги на идише, вплоть до конца даже 19 века, иногда, изредка. Но до начала 19 века практически все книги на идише вот таким вот
шрифтом печатались. Это он смоделирован как бы с одной стороны по модели курсива, еврейского курсива, с другой по мотивам готического шрифта немецком. То есть, вот видите, такие угловатые буквы. Привычно читается, трудно, какие-то буквы вообще неузнаваемы. Ну Надо вот, привыкнуть, надо привыкнуть. я, кстати, создал электронный шрифт для вот такого вот специально, чтобы, если кому-то надо, уже в одном издании использовали. Вот. Ну ладно, значит, переходим мы тогда к грамматике. Это фраза из ноты Лурье, которую мы на прошлом занятии читали, где, значит, он разговаривает с бригадиром, и бригадир, они закурили папиросы, вот, и, значит, заговорили об этой первой любви Шефтла, кобылица. Ну, я немножко тут подсократил фразу, то есть в оригинале там так. Ну, зенор, отер, фаржмурет, это заноик азогитон. Да. Значит, Ольга, как ты это переведешь? В самом начале. Она нас слышит? Ольга нас слышит? Раз. Я на связи. Так. Ольга, нас слышит или нет? Ну, что-то совсем у нас сегодня странно. Так. Ольга. Что ж такое? Так, возьму-ка я телефон, может быть, она что-то мне написала. Скажите, пожалуйста, это только у меня звук очень редко прорывается, или это вообще связь плохая? У Павел, вы меня нормально нормально. Нет, у слышите? меня связь абсолютно нормальная. Я слышу хорошо, сегодня очень даже Может, замечательно. может, у вас там в Донецке что-то происходит, потому что у нас на прошлой неделе тут в Питере был Путин, и по этому поводу вообще интернет не работает. Так что, не знаю. Проводам, отжал у жены ноутбук производительный, потому что мой компьютер, я так понял, не тянет не только видеоконференции уже, но и аудио. Вот поэтому сегодня я в лучшем положении. Да, Интернет вроде бы я тоже не подводит. вот в этот ноутбук я воткнул, кстати сказать, еще 4 гига памяти. Так что, чтобы он уж точно тянул, теперь там почему-то получилось не 8, а 6 чем-то, поскольку там старый процессор, и он вот какой-то там почему-то не тянет 8 гигов. Я так и не понял, но, в общем, тоже старый ноутбук, на самом деле. То есть, вот как бы 8 в теории можно воткнуть, реально он читает так 6,5. Ну, должна хватить. Так вот, Ольга. Ну, вот у них там что-то, видимо, не то. Потому что в ДНР нужно через VPN входить в Zoom. Там у них какие-то свои порядки, поскольку это прифронтовая зона. Так что, ну, жаль, что она нас не слышит. Как я в прошлый раз. Раз, с перерывами и очень редко. Как я понял из той фразы, которую... У меня, говорит, очень редко прорывается звук. Я Так, не знаю, вот. это только у меня такая связь Это что-то отвратительная, у потому тебя, что я там, слышу, это у тебя наверное, какие-то каждое места, десятое видимо, слово. Не слышите. да, значит, ну попробуй прочитать первую фразу. Ну, Ужас. зе, нор, хотер, значит, перевести. Прочитать, перевести. Вот. Прям беда.
Ну, зе нор. Не слышно? Ну ладно, мы это запишем, а потом поставим. Значит, ну, зе нор, отер фаржмурет, этвос аноик, азогетон. Да. Ну, смотри-ка, немножко прижмурив глаз, он сказал, значит, здесь мы видим, во-первых, вот эту вот the nor. Nor в данном случае используется в третьем смысле. То есть и не как но, и не как только, а примерно как русская частица ко, то есть ка, скажи-ка, да? Скажи-ка, the nor, zog nor, her nor. То есть вот the nor это переводится, ну смотри-ка. Этвос это примерно то же самое, что abyssal. Немножко, чуть-чуть прижмурив глаз. А зоггетон, однократная форма глагола, мы уже разбирали, да, зоггетон, то есть как бы быстренько сказал. На русский не всегда это удается перевести, потому что есть слово «сказануть», но оно имеет совсем другую семантику, то есть сказать что-то, в общем, неадекватное по-русски, сказануть, да. Скажем, алойфтон, сбегать, можно перевести, или, допустим, акуктон, взглянуть. Но вот со словом «говорить» как раз сказать по-русски аналога нет. Вот найдешь есть азоктон или азокгем. То есть это как бы быстренько спросил. Попробуем эту фразу мы перефразировать. Так, Ольга сейчас, наверное, будет снова пытаться к нам снова подключаться. Она исчезла. Я думаю, что, в общем, Павел тут все знает. В общем-то, конструкции все знакомые. Да, просто, ну вот я показываю, что мы можем сокращать, особенно в стихах, это полезно уметь делать. Мы можем вспомогательные глаголы во многих случаях сокращать, или как рот, или эрт. В конце последняя фраза «фаджмурят», как бы, но это не совсем хорошо, потому что все-таки обычно это сокращение идет с вспомогательными глаголами. Но в принципе можно в стихах вот так взять и «р» сократить там с каким-то другим глаголом. Там, «ргит», «рнемт». И предпоследняя фраза, значит, «из», которая в данном случае не глагол, но это фактически такая частица, позволяет унести подлежащее даже не на первое, не на второе место, а куда-то в конец. То есть это двумя способами можно сделать, потому что глагол может стоять на втором месте, то есть «эрфаржмур» это оно и конзогт в настоящем времени. Можно поставить второе место «фаржмур» это оно и конзогт, то есть зажмуривается он, прижмуривает он глаз и смотрит, и говорит. Если добавить «с», то как бы это в любом контексте можно использоваться. А если не использовать «с», то звучит это как продолжение чего-то. То есть мы говорим о чем-то, а потом «фажмур» это равно и конзог. То есть вот что-то происходит, он зажмуривает глаз и говорит. Теперь, если мы хотим вообще унести «р» на третье место, это можно сделать с редупликацией местоимения. «Р», оно и «фажмур» это ранзот. Так можно сказать. То есть как бы вот «р». Оно к фажмур это ранзот, а можно сделать через «из». То есть «из» в данном случае такая вот частица, которая как бы ставит такую паузу, смысловую паузу, и после этого можем сказать «из аноик», «фажмур это ранзот». Мы можем перенести подлежащее даже на третье, там, и на четвертое, и на какое угодно место таким методом. Хотя звучит это тоже как продолжение чего-то. То есть вот мы о чем-то рассказываем, а потом из анок фажмуретер он зог. То есть вот глаз он прижмуривает и говорит. А в других германских языках ни в английском, ни в немецком такой вот свободы нет. Чтобы представлять слова достаточно свободно, а в стихах допустимо
вообще фактически как угодно представляться. То есть то, что недопустимо в прозе, поэзия запросто. Вот, А ну, вот последняя вот форма интересная, там как будто... А, все, я понял, это просто настоящее время. это Форшмур просто, это Нойгунзогт, да, да. это в Мгм. настоящее время, Мгм. и я бы сказал, нежелательная форма, потому что все-таки такое сокращение, оно обычно используется только со вспомогательными глаголами. То есть рыз, рот, Мгм. рвет или ред. Но, в принципе, можно, как бы, рнемт, кукт, рзок, то есть можно так сократить, и в разговорной речи, особенно в польском диалекте, это бывает. И слышно такое действительно. То есть люди в будущем, есть три варианта в разных говорах, предпочтительнее один из них, но, в принципе, все три литературно. Литературные рвет, эрт, ред, пошмурено, но и в будущем. Да, так жаль, что от нас убежала. Да. Не возвращается почему-то. Ну, что-то у них там происходит. А, Так, это Лурье, я так понимаю. это Продолжение. Лурье, значит, к нам кто-то пытается сейчас подключиться. Так, к нам кто-то подключился. Это я попыталась со второго устройства, потому что у меня Ну, вообще ни звука, ни картинки, ладно, ничего. ладно. Тогда я немножко возвращаюсь назад, просто показываю вот фразы, насколько синтаксис идиша гораздо более гибкий, чем английский или немецкий. Вот я взял фразу из ноты Лурье, чуть-чуть ее подсократив. Ну, зенор, отер фон Мурендек, этого занойка зогито. Да? Ну, смотри-ка, сказал он, немножко прижмуривая глаз, азоггетон, то есть по-быстрому сказал. Да? Зоган это сказать, азоптон или азоггем по-быстрому сказать. А если мы это поставим в настоящее время, вот дальше несколько фраз я привожу. Нормальный порядок слов. Р фаржмурят, оно и кунзол. Да? Он прижмуривает глаз и говорит. Можно поставить глагол на первое место. Фаржмурят араноик. Кунзолт. Если добавить еще s вспомогательный, s фаржмурят араноик кунзолт, то в любом контексте это в принципе нормально, но, конечно, акцент ставится на глаголе. То есть прижмуривает он глаз и говорит. Если убрать s, то тоже нормально, но как продолжение чего-то. То есть вот мы рассказываем, мы в процессе рассказа, мы добавляем фашмурет араноик унзот. Значит, зажмуривает он глаз и говорит. Теперь, если мы хотим перенести подлежащее на какое-то там третье, вообще пятое, десятое место, в принципе, такое тоже можно сделать, но двумя способами. Либо при дупликации местоимения, аноик фаршмурят аранзот. То есть он зажмуривает глаз и говорит, да, вот аноик фаршмурят аранзот. Вот я показываю мышкой вот эту фразу. Вот видишь, да? Аноик фаршмурят аранзот. Либо с помощью специальной частицы из, в данном случае это не глагол, это скорее частица, значит, из аноик фаршмурят аранзот. То есть глаз зажмуривает он и говорит. То есть можно с помощью вот этого из перенести подлежащее даже на третье место, инвертируя как бы весь порядок. Или из, ну, в общем, вот с помощью этого из можно варьировать тоже синтаксис, а в стихах, я не знаю, в немецком я такого вообще не встречал, в немецком все-таки порядок слов сохраняется нормативный в стихах, а на идише можно вертеть, крутить синтаксис в стихах фактически как угодно. Вот такая вот есть особенность. Ну, есть, конечно, какие-то рамки допустимого, нужно начитаться в начале стихов, чтобы понять, как это работает, но, в принципе, весьма и весьма все это гибко. Теперь, поскольку
Вот, в прошлый раз мы читали на Телуре, но немножко продолжим читать. Вот, Ольга. Перечитаем немножко абзац, вот этот вот. Is noch eine Weile gestanden. Попробуй прочитать. Так, это Ist noch eine Weile gestanden. так, это мы еще на 7-й страничке читаем, Да, да? 7-я страница, значит, вот длинный абзац. Ага. Мгм. Так, ist noch a Weile gestanden und Noch geguckt, noch geguckt, Schäftlin. Угу. Значит, он еще немного или какое-то время стоял и смотрел, ну, наверное, вдаль за Шефтлом Вслед, этим ходящим. вслед Шефтела. Вслед, да, Noch да, geguckt, вслед за noch Шефтлом. geguckt. Мгм. Hat ihm gut gekannt, gut Gekannt, 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 gekannt. gut gekannt, ага. Значит, Шефтлен, Шефтлен, тут я прервусь. Значит, в принципе, есть два глагола на идише. Kennen и können. Оба могут означать мочь, то есть erken, erkon, синонимично и то, и другое, но erken мочь имеет еще знать, да? значение знать. Знать какую-то, Он его значит, что-то... знать эркен, например, эркен идыш, он знает идыш, или эркен русиш, да? Или эркен математик, он знает математику. То есть знание имеется в виду не... Или их кен, да, их кен Шефтлан, я знаю Шефтла. То есть знаю, но не в том смысле, как, например, я знаю какой-то... То есть Вейсон знать, да, Висон и Кэнон, они не совсем синонимичны, потому что, например, я знаю такую вещь, да, я там что-то рассказываю, да, их Вейса зазах, то есть знание какой-то вот вещи, это одно, знание какого-то человека или какой-то науки, вот, это Кэнон. А Висон – это знание какой-то конкретной, там, допустим, вещи, детали, чего-то такого, более общее знание, а не знакомство. То есть вот canon, это имеется в виду быть знакомым. Или мочь. То есть синонимично, а canon нет. Значит, canon соответствует conan. Есть такой, эркон, он может. Так что canon забыли, нету canon. Есть conan или canon. Так, ну дальше. Так, да, значит, он его Шефтла хорошо знал. Угу. Так, noch nicht gewesen, аза Fall. Из Эмицер, es ist Эмицер, Аз, там, аз, эмиссар, аз. als Emitscher von die Brigadieren, von die Арумике, Арумике, так, это сосед, да, Шейнендикес, Шейнендике, Шейнесдике, да, соседний, да, по-моему. Да. Так, Колвиртен. Колвиртен на ударение, как по аналогии с русским колхоз, на второй слог, значит, принято говорить. Колвиртен. Кстати, есть еще слово ратвирт, можешь догадаться, что это такое. Ну, совхоз, да, получается. Да. Ага. Зол einführen.
Мгм. Einführen, einführen, FS, A, etwas, 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 FS, etwas, FS, A, etwas, nice, etwas, F, etwas, FS, etwas. FS, FS, A, nice, bu, ой, ba, sich, in, Brigade, un, Schäftl, soll, sich, gleich Gleich, nicht, der Wissen, wegen dem und nicht Аробкумен. Вот тут два, если я Аров, говорил, ароб. Есть два разных, две аров, разных приставки. Одна аруф, другая ароб. Ароб это вниз, аруф это вверх. Тут da, ароб. arov kommen zu sei auf Зей, die zu sei, зей. sei auf die Kukuruze, так, Kukuruze Ломкес. Lonkes, zieh auf die wie weit, Вейц, weiß, вейц, Weiz, вейц. Weiz, Felder, äh, Ad- Одер, Ader, одер, oder, одер. oder auf die Ну, Бурякес, бурекес. Ударение на первый слог. Бурекес найдешь. Бурекес. Бурякес, Бурекес. äh, äh, П, П, Флан, П, там П. так, плантациес. Стация. Так, это еще не конец предложения. А она Он, очень длинная, думаю. да, он noch gehen und noch gehen, Фустрит, фустрит. Fußtritt zu, Ну, аутс. als sich zu gucken, zu gucken, Цукукан. zugucken, Дер Грунтевен. der Grundteven Их sich bis jeder äh, Клейников. Клейников. Kleinigkeit, да, мелочи, ага. Так, Кедей. кадей, Кедей. Это чтобы. кедей, В иваидыше писалось бы по-другому, потому что слово это древнееврейского или даже арамейского происхождения. ага. Кедей. Кадей, итак, Ибернемен. Übernehmen das neue Глайх. gleich zu sich in Brigade Arein. Ага. Фух. Ну, вот. Это, кстати сказать, типичная черта именно советских авторов. Длинные такие вот, могут быть огромные. Да. Огромные с предложения, в отличие от западных авторов. Ну, не которые- знаю, я вот первое, что читал, это был Шалом Алейхем, и мне показалось, что там предложение просто бесконечное у него. Он как Бывает, начнет и у него, крутит, и да, крутит, и бывает, крутит, но и крутит. Да, Очень у длинные. Алейхема, да, но вот у Переца меньше гораздо. У Переца гораздо меньше, и, в общем, у тех, кто находился, скажем так, в сфере влияния западных языков, то есть у американских авторов уже там, начиная с 40-х годов, мы видим влияние английского, где, в общем, ну, не принято такие огромные предложения. Все-таки разрывают. А я, когда работал в Forwards, у меня непосредственный, собственно говоря, и начальник, и, можно сказать, ментор был Борис Сандер, бывший член редколлегии Советов Шейнланд. И его семья Шехтеров, американские известные дешисты, его приучили, в общем, предложение сокращать на американский манер.
И потом он уже меня учил, что вот нельзя так делать, обязательно нужно там разбить на подобного рода предложения штук на, наверное, на 7 предложений, чтобы было как в американской англоязычной прессе. Все просто, четко, вот без каких-то этих самых вот, запятых, двоеточие, точка запятой, вот все это разбить, чтобы было все как вот просто и понятно. И использовать простую лексику. Вот это вот мне нравится, особенно в современной американской журналистике. Что как бы вот чем, ну, чем тупее, в общем, лексика, тем она лучше. То есть, вот, и искусственно приходилось под это дело поделываться. Вот, к счастью, Биробиджана Штерна нас можно писать вот так. А форвард нельзя, то есть там по-американски. Но переводим. Мгм. Так, значит, он его хорошо знал, этого Шефтла. Не только вот в этот Не, раз, да, не было еще получается. такого случая. Нохнет Гевена запал. Не было еще Ага. такого случая. Не было еще такого случая на самом деле, Нет, а замет Фундебергана, чтобы кто-то из бригадиров, АЗ в данном что случае, АЗ это очень многозначный такой союз, он может быть, что, чтобы, когда даже, то есть он такой вот в данном случае, чтобы кто-то из бригадиров, а замет Фундебергана, чтобы кто-то из бригадиров соседних колхозов э, ну тут окружающих еще, Румика Шкайнес, то есть окружающих, окружающих соседних, окрестных соседних колхозов, окрестных соседних колхозов, так, ввел, значит, зол в данном случае, это такое вот желательное наклонение. Зол айн, чтобы кто-то ввел айнфира, написано, если кто-то ввел какое-то новшество, ага, ввел в какое-то новшество э, в бригаде, у да, себя, базихан бригады, у у себя в себя в бригаде. бригаде, в своей бригаде, у себя в бригаде, и шефтл, Тут я бы э, перевел скорее на русский как А, потому что вот это вот союз и А, ага, который, в общем, это особенность, конечно, русского языка, на идише и то, и другое он, но при переводе надо всегда задумываться, как по-русски лучше. И здесь лучше А все-таки. А шефтов бы не знал. То есть, вот, да, а шефтл тотчас узнал, ну, нет, так сказать, шефтов зоза глаих не дорвется. А шефтов бы сразу не знал. Что не бывало а такого, что он не знал. Зоза глаих не шефт, дорвется. чтобы шефтл сразу не узнал и Об этом. не об этом, и не, Сошел к ним. Но в не, данном случае не, имеется в виду сошел, то есть пошел. Не ну, торопку наведался, да, к ним, да, чтобы он не сошел к ним, не пошел к ним. не пошел к ним, значит, на кукурузные ряды, да, там или, ну, Ну, лонкис это грядки. буквально луга, но какие-то грядки, видимо, да, кукурузные грядки. Да, ну, по-украински ланка так и есть, так Ну вот вот, да, вот. помогает. Значит, Вот. на кукурузные ряды, чтобы... Мгм, Продолжаем. мгм. Так, мы остановились на кукурузных рядах, да, Да, по-моему? да. Так, сейчас найду. Ага, вот кукуруза лонкес. Значит, ці авди, Цы, значит, внимание значит, обращаю. Цы это из славянских языков. чи. А, Мгм. и, да, это как, значит, как чи, то есть как Мгм. на украинском или. То Ага, есть значит, ты на ага, или на белых полях, вейтс, это на пшеничных полях. ой, или на пшеничных полях, э, или на, значит, бурячных, ну, в смысле свекольных, да, на свекольных плантациях или ну, посадках, где высажена свекла,
фун... У ногень пустрит. У ногень пустрит. То есть это имеется в виду и пойти, Пешком, то- да? да, нет, пойти пустрит это, да, пойти, значит, пешком Мгм. за ними, ногень. То есть за тем, кто ввел за тем, кто ввел какое-то новшество, да, Ага. что И, в общем, ходить, да, ходить за ними по пятам, наверное, да, цукукан, то есть, чтобы и смотреть. да, И смотреть, и м, прислушиваться ко всему. да, присматриваться, Грунт, Grundwichtigen. это очень вот хорошее слово со славянским суффиксом, значит, докапываться, der Grundewend. То есть, вот, например, другое слово есть прекрасное белебатовен, хозяйничать. Есть белебос, слово из древнееврейского происхождения, да, в Мгм. украинском белебус. А Мгм. белебатовен, хозяйничать. Или, например, командовен, командовать. От каких-то профессий можно создать глагол таким способом. Например, там кто-то, вот шустер, да, сапожниц, шустеровен, сапожничать. Вот есть такой замечательный суффикс. Эвен, происходящий из славянских языков, в данном случае докапываться. От слова грунт, да, грунт, почва, докапываться, der Grundevense. Значит, докапываться до каждой мелочи, до А, каждой, ну, незначительной всякой подробности, чтобы, э, Перенять, э, Übernehmen. чтобы перегнать Перенять, Übernehmen. новые, Перенять. перенять, наверное, да, перенять новые Но э, новое, досная, то есть вот это вот новшество, новое, новое, новшества. Мгм. Gleich zu sich. Так, бригада Райн. ну, да, перенять вот эти новшества сразу же в свою бригаду, да? Да, ну, соцсоревнования. Что-то. Так, теперь Мгм. Павел. Так. Er hat gut gewusst, als Schäftel gehört nicht zu jedem, welche wollen sich äh, Неприемное. zu jene, welche wollen sich glatt azoi, она wichtiger себе. Ага, это причина, видимо, так написано. Да, по-советски. Verhalten, affile auf То Verhalten auf Anberiker сила. Minut. Угу. Так, он хорошо знал, что Шефтл gehört nicht zu jedem, Не из тех. Не из тех. Ну, Принадлежит, да? ага. скажите, не к Вот тем. тут не принадлежит к тем, кто Ну, народ будет из тех, что Шефтон не из тех. не из тех, которые будут Просто, настолько покладисты, что ли, глатозой. просто так. Просто так, глатозой, Мгм. просто так, без надобности, без важной причины. Мгм. Фаргалтен — это удерживаться, Ну, держаться, задерживаться. даже Задерживаться. задерживаться даже на лишнюю минуту. Угу. Вот. Местоме hat sich der Тут Wust als можно, есть две формы, местома и местама. Здесь вот мы видим места. Местама, есть такая форма тоже. местами hat sich der Wust als man kann do etwas kriegen fahren kol wird von die neue Maschines und will verläufen dem Weg Kolsman Советский. keiner weiß noch nicht wegen dem. Noch, weiß noch. Weiß noch nicht wegen dem. Так,
Конечно, Наверное. наверное, он, Узнал. он знал, что Знал. Да, э, узнал. Наверное, он узнал. Азмекондо, Эпескриген, Нет, я Фарон, просто знал, не Колверт. знал, а узнал. Дервуст, старался в Дервуст. Наверное, он узнал. А, наверное, он узнал, что здесь, э, что здесь некоторые, Здесь можно. Можно. Мекон. что здесь можно, ну, я просто не пойму, что дальше. Эпескриген, Здесь, да, Криген, Фаренколвертен, тут можно Фондиная. быть, что Идет некоторая война, некоторое, так сказать, противоборство между колхозами за новые машины. нет, ничего. Нет? Криган Нет, что... это- Нет, Криган это добыть. Криганзах А, это э, ругаться. Криг Криген... добыть. Добыть. А, В прошедшее время Гекрога. Отвоевать, да, тоже мгм. получается? Нет, в том-то и дело. Отвоеваться это будет, значит, нет Э, такого слова. Нет, Криган это добыть. Просто добыть. Нету тут мгм, ничего общего. Значит, Криганзах мгм. это ссориться, ругаться. Криганзах. И Мгм. прошедшее время Гекригт. А Криган это добыть. Прошедшее время Гекроган. Неправильный глагол. Азмекон до эпос Криган. Ни при То чем есть, ага. такие разборки, никакие ссоры. Значит, что тут можно что-то добыть Для для, колхозов. для колхоза, его колхоза, Для из новых, колхоза из новых машин. из новых А машин и... мы видим э, советскую старую, которая и у Шолома Алейхема встречается, машинес, то есть машинес. В литературе мы видишь обычно машина. машинам, да. И Нил Фарлойфендемвек и И хочет, хочет... значит, забежать вперед буквально. Фарлой Фанденвек, то есть А, забежать вперед, хорошее выражение, не знал такого. опередиться. И хочет Мгм. опередить. И хочет Сбежать, опередить. э, бежать Опередить. вперед до тех пор, Имеется в пока, виду опередить. Значит, и хочет опередить, не хочет, пок- пока никто об этом не знает. пока никто не знает, да, об Об этом. этом ничего не знает. Ну вот соцсоревнования, так сказать. Фарлайфендемвек. Хорошее выражение. Так, продолжаем, да? Да. Die Hauptgas, die Hauptgas ist schön gewesen hell, beleuchten mit elektrischen Лампелах und stark belebt. Главная улица была уже ярко освещена электрическими лампами и stark belebt, это хорошо обжита, что ли? Нет, но имеется в виду, что там было уже, значит, ну что-то творилось на улице. То есть Мгм. там, я виду, что, в общем, там люди ходят, что-то происходит, то есть, в общем, Мгм. вот это какое-то движение, какая-то жизнь происходит. Von Park holt sich der Trogt Musik und Эртроган, wie Эртроган. der Trogen Musik und wie ständig in der Zeit RF dem Опроток, RF dem Oprotog ist die Jugend äh, ver, verputzt, Путста. verputzte Reus auf Spazier. Ага. Ага, из парка доносилась музыка и так и как бы так Verständig in der Zeit, как обычно, что ли? И как всегда в это время. Как всегда в это время накануне этого выходного опруток выходного дня молодежь Наряжена. Молодежь наряженная вышла на прогулку. Выход Авшпацер. на прогулку. Обратим внимание вот на форму де юганд, а фарпутста, разные артикли, потому что как бы
молодежь, если бы было die Jugend, die Verputzte, имеется в виду наряженная молодежь. А в данном случае, то есть как прилагаться, как эпитет, как прилагательное к слову молодежь. А в данном случае Jugend, Verputzte служит, это тоже, конечно, прилагательное, но служит скорее причастием. То есть молодежь, Наряженная. ряженая, нарядившись, выходит гулять. Прогулку. Нарядившись. Чем мне, собственно, вот нравится на Лурье, очень легко все это, кто смотрел советские фильмы об этом времени, и довоенном, и послевоенном, все это вот очень хорошо, легко представить себе, что происходит здесь, то есть ничего такого. Все реалии, в общем, знакомы. Ну, еще чуть-чуть. Так. Schäftel ist mit breiter Tritt gegangen unter die voneinander gewachsene Gewachsen. voneinander gewachsene Akazien beim Samen seit Trottoir. Nicht umguckend sich auf die vorbeigehende wir wollt Meure haben Azemitzer von die Bekannte in Центр. in Rheincenter sollen nicht begegnen und nicht verhalten ist. Schäftel широкими шагами шел под разросшимися акациями по самому краю тротуара, у самого края тротуара, не оглядываясь на проходящих, которые... Как будто... как будто он боялся, что кто-то из знакомых и из знакомых в райцентре может его нагнать и задержать еще больше. Теперь задержать, да. Нет. Не совсем так, значит, чтобы кто-то из знакомых центра его не встретил и в данный момент не задержал. Nicht verhalten ist. Ну, мы знаем, куда он спешит, то есть мы видим, спешит-то он к этой своей первой любви. И не по делу, поэтому как бы он, в общем, старается это делать аккуратно, быстро, чтобы никто его не заметил. Ну, пока еще мы не знаем, он дальше будет перестать, но, в общем, сцена вот такая вот, он быстренько идет. Обратим внимание, значит, VL Volt Moire Home мы проходили, и во всех грамматиках так написано, что Volt, вспомогательный глагол, который соответствует русскому «бы», сочетается с прошедшим временем, то есть Volt Moire Gehat, но в диалектах и в литературе, которая вот немножко как бы окрашена диалектно, Volt может сочетаться и с инфинитивом, то есть VL Volt Moire Home. Если мы пишем на литературном идише, все-таки нормативно был бы VR Volt Moire Gehat. Но в диалектах бывает и инфинитив. VR Volt Moire Home. Moire, как мы видим, написано по-советски. Да. Вот, теперь, ну, что у нас со временем? Переходим к стихам или еще почитаем дальше прозу? Как угодно. Как угодно. Ну вот, Ольга, тогда чуть-чуть еще следующий абзац. Так, попробую. Так, меня слышно? Да, отлично слышно. Ага. Так. Antkegen, dem Rajos фир... Райойсфиркос. А что это такое, непонятно. Райисполком.
О, Господи. Вот чувствуется аббревиатура какая-то советская, но непонятно. Райосферкос, Хот Р Космос. Ибер, Не Ibergeschnitten, dem Талант. zentralen Platz, Мгм. wo ich die windig, äh, Зунтик. Зунтик. Зунтик так. Zunzigtag, Тег. äh, Тег. Тег. Zunzigtag, Zunzigtag, Flaggen sich, Флеген. 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 Флэг. Это pflegen флэг. sich, pflegen sich u- ui, ois, Талант. oistellen, Мгм. oistellen. Так, Größe, Зейер, так, Тумалдике. Тумалдике, ой, Тумалдике, Колвиртен, Да? Колвирте, мгм. Калвертише. Это прилагательное. Ой, Колвиртише, это колхозное, да? Колвиртише, Мерк, sich, парну, Пен. парнумен, Пар. парнумен, Парнумен. Парну. парнумен, Парнумен. парнумен, auf der Griner Lan, так, Langer Гас. Фух, Мгм. это длинная зеленая улица, да? Так, was hat geführt zu der Hau, так, Гилцер. Хил, Хилцер, Да. Хилценер, Брик, un, Ойс май. Ойс майдендик. Ойсмайдендик, Зай, Зи. 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 En, Зи. Endlich, Энлах. Endlich, Энлах. Endlich. Наконец, да, или в конце. Так, Паркеровет. фаркур, феркер, феркер, феркервирт. Mit Паркеровет. der Verkehret mit Паркеровет. Паркеровет. Verkehret mit dem Паркеровет. Verkehret, если Паркеровет. правильно. Паркеровет. Verkehret, да? Керевет. Mit Вот это вет у нас. Паркеровет. Verkehrevit, да? Verkehret. Керевет. Verkehret mit dem Neuen noch weinig, Вейник. wenig, wenig Banrin, Пагри. Пагринтен. Bagrinten, Gassel, Гессел. Gessel. Улочка. Мгм. Так. Напротив. Напротив, так, Райисполкома. так, напротив райисполкома он Пересек. Ибер, Шнайден это резать. То есть перерезал буквально, пересек. так, он пересек, так, Гант, Центральную площадь. Дем Центральный плац. Централ Плац, да, он пересек центральную площадь, где
э, В воскресные дни. выходные, да, где выходные, э, Воскресные. Так, где воскресные дни. э, Вот, обращаем внимание на многократное прошедшее, да, флагом, со вспомогательным глаголом флагом, то есть на русский это не всегда удается перевести. Часто, то есть в данном случае, в общем, часто, регулярно, Зихойшталом в данном случае возникали, как бы вставали, да, выстраивались. Гройса, зертумалдеке, большие, очень шумные, колвертыши мерк, колхозные рынки. Марк– это рынок, много Множественное, да? мерк, да. Мгм. Значит, Ойшталом, Гройса, зертумалдеке, колвертыши мерк. Что где в воскресные дни часто, регулярно выстраивались большие, очень шумные, тумал, это шум, суета, тумал, колхозные рынки. Мгм. Так, на зеленой длинной улочке, да? Зигфарнумен, занимая. Зигфарнумен, занятые, значит, Занимая тогда, получается, вот эту значит, занимая, зеленую улицу, где, нет, которые, нигде, так, что вела, так, вот, что вела к, э, так, хай, Гилцернер, Деревянный. деревянному Гилцернер. Холц– это, к мосту, к какому-то мосту это я увидела, а к какому мосту не пойму. значит, дерево, древесина, холц, А, деревянному, ага, к деревянному мостику тогда, наверное, и, ой, и СМИ, значит, мост женского рода, существительное дебрик, и избегая его, ее, то есть вот этот мост, ой, ага, обходя я мостик, да, получается. избегаю этот мостик. Эндлах, Мгм. вот значит, здесь смотри, опять тот же самый суффикс эвет, паркеровет, Мгм. то есть в конце концов, в конце поворачивали, ну, в данном случае это вот имеется в виду повернул. Мгм. В конце концов, повернул, фаркеревет, повернул, свернул на новую, еще мало озелененную улочку. Улочку, да. Мгм. Демнаем, но вот можно сказать авдемнаем, то же самое будет, но можно сказать повернул новой улочкой, то есть вот тут мид используется, используется предлог мид, можно сказать авдемнаем, но мидемнаем, то есть он пошел, как бы повернул новый, еще мало озелененный, Озелененной, да. Мгм. багринт. Мгм. Так, а что у нас куда-то улетело? О, раз появилось. Да, видно презентацию? Ага, да, видно. Можно вопрос короткий насчет слова Да, брик? да. Вот оно тут женского рода, я просто... Тут, видимо, вариация родов какая-то есть, потому что песня старая, там, «Мергом der Jugend, unser Joren Affen Breiten Brick», там, «Affen Breiten Brick». Верно. Э, В Да, литовском, то есть вариация есть, да? в литовском диалекте она мужского рода. Да. А значит, в других диалектах брик мужского рода– это покрытие какое-то деревянное, значит, или деревянное покрытие, а дыбрик– мост. Вот есть еще такой момент. Ну, давайте тогда к стихам перейдем. В данном случае будет небольшое интересное предисловие. Значит, будем мы сегодня читать Цилю Дробкин. Это очень необычная поэтесса, родившаяся в Бобруйске, в Беларуси, умершая в Нью-Йорке, которая
была, в общем, работала в стиле ранних американских феминистов. То есть у нее там тематика, вот я специально написал, нашел эту цитату, про ее тематику. Она, в общем, необычная, но мы любим, мы уже не первый раз читаем разные стихи, то есть как бы то суфийские, то буддийские, то всякие. А у нее есть вот такие вот американские, уже новаторские стихи, значит, где она то цирковая дама, которая танцует на арене между кинжалами, то жрица, языческая жрица, влюбленная в холодную статую. То есть вот у нее такая вот трагическая любовь какая-то фантастическая очень часто встречается. Есть у нее стихотворение, посвященное Люциферу, в которое она, значит, признается в страсти к этому к данному демону и сравнивает себя с Гаргулией на готическом соборе. Есть стихи, где она называет возлюбленных именами античных богов. Вот. И есть стихотворение, где любовная агония у нее становится распятием. То есть вот из разных культур, из очень разных, специально она выбирала как бы нетипичные для еврейской поэзии темы. И очень часто у нее, значит, тематика какой-то душевный кризис, неразделенное чувство, любовь, которая душит и приводит к депрессии. Ну, вот такая вот очень интересная поэтесса. Давайте я по-быстрому прочитаю это стихотворение. У меня есть его русский перевод. Некоторым оно не нравится. Я сталкивался с таким мнением, что оно какое-то слишком пафосное. Но это потому, что это я слышу от людей, которые плохо знают американскую поэзию. Оно как раз очень американское, я бы сказал. И, что типично для американской поэзии, построенная не на классических размерах, а на внутренних рифмах и своеобразном таком вот вольном размере. Это не верлибр, это не белый стих, но тем не менее и не классический размер. Der Zirkus Dame. Ich bin ein Zirkus Dame, ich tanze zwischen Kinжалом, wo seinen aufgestellt auf der Arena mit der spitzen Aruf. Mein beugsam leichter Guf, mein Teus dem Teut von Fallen, barrierende Koim dem Schaf von der Kinжал. Mit der verhabten Atem guckt man auf mein Tanzen und Emets wettert vor mir Gott. Vor meine Augen glanzende Spitzen in einer feierlichen Rot und keiner weiß nicht, wie mir will sich fallen. Mit bin ich von Tanzen zwischen kalte Stollen und Kinжалом. Ich will mein Blut so leicht der Kitzen, auf eure an bläuste Spitzen will ich fallen. Ну, вот, Ольга, попробуй начать переводить. Так, я цирковая дама или артистка, да, и я танцую между кинжалов или среди кинжалов. Так, вас Которые что, которые находятся, выставлены, поставлены. которые выставлены с остриями вверх, да, получается? Где выставлены? Авдор арены, на арене. Выставлены, да, на арене остриями, да? Вверх, Или, Аруф. Да, да, остриями. остриями вверх. Мгм. Так, Ну, мое... Бейгзам, Лайхтергуф. Мое гибкое, легкое тело. Ага, так, гуф, да, гуф увидела. Мое Ой, как гибкое, легкое тело Майт Ойс избегает смерть от падения. Майт Ойс. избегает смерти от падения, барьеры, Барьер. наверное, там, да?
Нет, барирандик от риран, от касаясь. Риран, барирандик. Касаясь Ага. чуть-чуть. Такое. Коим, так, Чуть, касаясь чуть чуть-чуть, э, коим, так, острия. э, острия кинжала. Мгм. Павлов. Касаясь чуть-чуть острия кинжала. Мгм. Ну, дальше, Так, так, дальше Павел. Это Фархад, ну там, затаив дыхание, что ли, Мгм. смотрят на мой танец и э, ка- и эмец бед Что, фармер. И каждый просит за меня, просит Бога за меня. И кто-то просит Бога за меня перед моими глазами блестят. блестят, да, острия э, и Горящего горящего круга. острия в горящем круге, видимо, и Круга. Вот огонь в еще. обруче, да, наверное? Ага. в огненном круге, и никто не знает, как мне хочется упасть. Да, ну и закончится тогда. Мгм. Нет, Уставшие от танца устав. между вами, устав от танца между вами, холодными стальными кинжалами. Я устал от танца между вами, холодными стальными кинжалами, и хочу, чтобы моя кровь, как это, Драгицын, как это сказать, накалила, что ли, или Вас согрело. Драгицын, да, Чтобы вас согрела согрело. Фаера Андблойста на ваши обнаженные Я. шпицы, ну, острия, хочу я упасть. Ну, вот такое стихотворение. То есть, вот, Ну да. смотрите. Домашнее задание. Прочитайте, значит, это стихотворение и посмотрите, как оно сильно отличается, в общем, от того, что было написано в Восточной Европе. А, Как-то тяжело читается, когда... Размер вот такой хитрый, потому что она специально, в общем, это действует в... Это модернистская американская поэзия, хотя и написана на меньше. Вот, но вопросы какие-нибудь? У меня был по поводу родов, а Да, так тут пока есть вроде бы все. внимание, то, что Циля Дробкина родила в Бобруйске, они где-нибудь выдает в этом стихотворении, во-первых, то, что in a fire Dickon Road, только у литваков слово «колесо» мужского рода, в других диалектах было бы in a fire Dicker род, или in a fire Dick род в среднем роде. В мужском роде это как бы выдает, вот, что автор литвак. И эмец, не эмецер, а эмец. Он эмец, вот это вот как бы такая сокращенная форма, она типична тоже для литваков. То есть, в общем, вот можно было бы угадать, что автор откуда-то из тех краев. А Вот, это еще. она ехала или родители ее увезли Она сама в Америку? уехала, значит, сама уехала, ее биографию, потом я дам там информацию по ее биографии, я, к сожалению, сейчас сходу. Она сама уехала. Мгм. А, или родители увезли, это хороший вопрос. Не помню. Но, в общем, таких много было. Вот и Катя Молодовская, которую можно будет в другой раз почитать. И очень интересная, кстати сказать, была Двойра Фогель, философ, специалист по Гегелю, которая защитила диссертацию по Гегелю. У нее там и Фрейд, у нее там, значит, и гегелианство, у нее всякое разное. У нее и дадаизм присутствует. Вот была такая еще поэтесса. Кстати сказать, вот интересно, что в первой половине XX века именно поэтессы на идише были представлены гораздо более ярко и больше, чем по-русски.
У меня такое впечатление, по крайней мере, сложилось. То есть вот как-то вот женская поэзия сложилась более раньше и очень разнообразная, сразу же как-то она возникла. Еще в конце XIX века стали появляться интересные стихи, написанные женщинами. Есть такой сборник Эзры Кормана, посвященный поэтессам, еврейским поэтессам. Там первые примеры — это вообще XVI век. Религиозные, конечно, там такие верши. Силлабический стих, кстати, напоминающий вот русские силлабические стихи того времени. И заканчивая 1928 годом, когда этот сборник был напечатан, то есть вот уже тогда мы находим всякую разную интересную, модернистскую, эротическую, какую угодно поэзию, написанную женщинами. У него там около сотни авторов, насколько я помню. Я вам потом могу в группу скинуть этот сборник. Он очень познавательный, интересный.